Уважаемый президиум, уважаемые делегаты съезда, я сегодня очень себя плохо чувствую, поэтому если я буду где-то срываться, прошу меня простить. Тем не менее, я не смог сегодня не прийти сюда и не сказать вам, что я думаю по данному вопросу. То, что положено говорить мне, пенсионеру, не положено говорить президенту. Я его понимаю. И вы понимаете. У нас молодой президент, и наша цель и долг помочь ему во всем, чтобы он успешно справился с задачей, возлагаемой на него ингушским народом. Поверьте моей совести, у меня нет никаких предубеждений против этого человека. И тем не менее, я сегодня не могу не сказать то, что думаю. Когда вопрос стал о провозглашении Ингушской республики, Ельцин вызвал нас с Костоев, по-моему, здесь, Ибрагим, и сказал, для того, чтобы этот вопрос решить, мне нужны следующие документы. О том, что осетин ненасильственно переселяли на ингушские территории. Они, мол, утверждают, что их насильственно переселили, а вы докажите, что это не так. Мне нужно узнать, сколько населения ингушского на территории пригородного района города Владикавказа. Мне осетины говорят, что там всего 16 тысяч человек, а вы докажите, что их больше. Мне нужно технико-экономическое обоснование организации государства на такой небольшой территории и доказать, что она может функционировать на этой территории. И, наконец, и самый главный этот вопрос. Мне нужен референдум о том, что ингушский народ хочет свою республику и в рамках каких границ. Вот когда эти 4 документа вы, Богатырев и Костоев, мне положите на стол, я буду решать, делать ингушскую республику или нет. Очень многие ингуши, да и почти все, они не знают, какая титаническая работа проведена для того, чтобы сделать эту республику и какие силы противостояли нас. Когда эти документы представили, мы были у Ельцина. Пожалуйста, я прошу внимательно выслушать. Он мне говорит, Дарсыгов и я, мы двое были. Ингуши полудикари и не смогут управлять республикой. Это слова Бориса Николаевича Ельцина. Я говорю, Борис Николаевич, что вы сказали? Он понял, что допустил грубейшую политическую ошибку в отношении целого народа. Я говорю, дикари не мы, ингуши, а вы русские руководители, которые 12 веков занимаетесь разбоем на необъятных просторах Европы и Азии, а после 1945 года переключились на весь мир, полагая, что красные штаны можно одеть на весь мир. И столкнулись с могущественными штатами, и их союзниками, и проиграли без единого выстрела. Советский Союз вы проиграли, Варшавский пакт проиграли, все вы проиграли. По-хорошему, так Борис Николаевич, по-хорошему. А если нет, мы такая же нация, как и русские. Разве не так? Он говорит так. Тогда мы сами провозгласим свою республику и ни у кого не спросим. Но в день, когда тебя избирали председателем Верховного Совета, ты кланялся мне, кланялся и Хазбулату, Ибрагиму Костоеву, что мы вам обеспечили победу в выборах Верховного Совета. Ты говорил тогда, долг платежом красен, Богатырев и Ибрагим Костоев. Я заплачу вам этот долг. Я говорю, если ты мужчина, заплати этот долг. Ничего после этого не сказал. Всегда бледный на лице, он стал пунцовым и задает мне вопрос, что вы предпочитаете из спиртного? Я говорю, русский коньяк. Он налил 250 грамм русского коньяка, себе водку и произнес тост. Внимательно послушайте. 5 минут тому назад он называл вас дикарями, но на самом деле он так и считал. И все они так считают. А сейчас он, пожалуйста, поднял руку за добрый, отзывчивый ингушский народ. За Ингушскую республику. Республика так была провозглашена, а не так, как Аушев рассказывал. Вот мне бросили 3 бумажки на стол, а республику я сделал. После этого он взял трубку, позвонил Хазбулату. Руслан Имранович, у меня сидят народные депутаты России, СССР, Дарсыгов и Богатырев. Я прошу помочь мне провозгласить их республику. Бембулат, уже прошло 9 минут, ну вот видишь, вы только начали. Не прошло даже. Нет, не прошло. Не прошло даже 5 минут. Да не надо. Так, подождите, ага. Для вас проведем отдельный съезд. Подождите все. Подожди, они же должны знать, за кого они голосуют. Бембулат. Я говорил всего 4 минуты, они делают. Подождите, я же попросил на я смотрю, я 4 минуты всего говорил. Культурно, вежливо. Ну, хорошо. Хорошо, ладно, ради бога. Бембулат,
Хорошо, ладно, я буду сейчас говорить. Тогда я скажу мое отношение к этому закону. Да, Сябарди. Сябардел Тогда он позвонил Хазбулату. Сейчас, подожди. Сябардила, секунда. Конхи, Ахош Бокола. Эздалел дешил. Журналистер Бушанович. Нах Бушанович. Я зуб хедшашт. Хормал я уже толдят ваш. Да ла кыр кезук. Кама кыр. Вот ваш дуцер. Пожалуйста, я буду говорить. Бокола укозаннагы тейпаждах. Вердеждах. Но мегат я не буду говорить. Давайте. Мудер диктор алар диктор. Киждат цвулка. Но мегат хорошо. Аллах хам бокол аха. Я понял. Я всего говорил 4 минуты. Вы мне 7 минут давали, я всего 4 минуты. Уже 11. Тогда Хазбулатов ответил, такого народа, как ингуши, нет. И такую республику не надо провозглашать. Он говорит, тогда почему называлась она Чечено-Ингушской? Пока я Хазбулатов Верховного Совета, говорит, Ингушская республика не будет провозглашаться. Пожалуйста. Вот как нас любят наши соседи справа. Так, дальше. Мое отношение к сегодняшнему вопросу. Я крайне отрицательно отношусь к тому, что сегодня надо принять. Баркал, спасибо. Алай, нет, подожди, пожалуйста. Я не кончил, что у него время еще не кончилось. Я всего 5 минут говорю, мне 7 минут. Мы же с вами договорились, что вы мне 10 минут даете. Конкретно к этому вопросу. Если мы сегодня в условиях, когда Северная Осетия приняла закон, гласящий о том, что пригородный район является исконно осетинской территорией, когда чеченский парламент принял закон о том, что Чечено-Ингушский, Сунжинский, Малгобекский районы являются чеченскими, но и мы сегодня не примем решение о присоединении при возвращении пригородного района, мы все проиграем. Сегодня все в ваших руках, дорогие товарищи. Думайте 100 раз, прежде чем проголосовать за этот закон. Завтра Верховный Совет, не Верховный Совет, Государственная Дума проштампует закон о местном самоуправлении, и Ингушская республика будет в этих 3 районах. Больше ничего с этого не получится. Почему я вам говорю, так будет? Да потому что чеченцы прекрасно знают. Народ чеченский не за то, чтобы принимать такое решение. Они прекрасно знают, что в Сунжинском районе живет 90 тысяч ингушей, в Малгобекском районе 95% ингушей, и никогда эти районы ихними не были. И Северной Осетии, и Чечне сейчас хотят вновь упразднить Ингушскую республику. Главная цель заключается в этом. А мы не должны этого допустить. Закон мы успеем принять. Давайте сначала поставим перед федеральным центром вопрос о возвращении или выполнении закона о реабилитации репрессированных народов. Когда этот вопрос мы решим, президент своим указом может принять предложение о самоуправлении, местном самоуправлении. До принятия, до решения вопроса о пригородном районе, если мы примем сегодня закон, поверьте моей совести, завтра это будет поздно. Я призываю вас категорически голосовать против этого закона. Баркол, спасибо. Спасибо. Вот вы слушаете, я, конечно, понимаю. У меня 2 недели назад был разговор с одним стариком, не буду называть фамилию. Мы планируем, Дали 23 числа, Масник имам Ишталентуах, Киатыш, Танышди на Пхабуа лежит кровная месть. 90 случаев, где убито 114 человек. Обратно должно убить 114 человек. И когда я к одному старику пришел, говорю, у вас тут кровная месть, и найдете ли вы себе мужество встать перед народом, сказать, что ради нашего благосостояния, ради вот этого всего, я прощаю эту кровь. Найдете мужество? Он говорит, нет. И своим сыновьям, внукам я сказал убить. Дал маршал Лоцин,
неизвестно, сколько ему Аллах отмерил жить. Но он умрет и за собой это унесет, оставит эти проблемы своим. Я к чему это говорю? С 92 года с 92 года эти лозунги один в один. Год назад, 5 лет назад, 10 лет назад. Каждый становится на трибуну. И что сейчас Бимбулат говорил, тоже сам он говорил 10 лет назад. Мне не интересно, что сказал Хасбулатов. Мне он не авторитет. Мне не интересно, кто там что сказал. Мне не интересно, кто кулаком стукнул. Мне важен факт. А что в итоге сделано? Мы любим ингушей говорить, вот я ему сказал вот так. Вот я ему плюнул в лицо. Вот я сделал то. А что дальше? Дальше ничего. Почему я это говорю? Я попросил, выходите на трибуну. Не должно быть слов, которые несут в себе межнациональную рознь. Сунжинский район, Ингушетия. Мы живем в Ингушетии. У нас есть ингуши, есть русские, есть чеченцы, есть кабардинцы, есть армяне, есть даже осетины в Ингушетии. И сейчас такие лозунги, я считаю, опять же, они провокационные. Мы не лезем никому, и к нам никто не лезет. И говорить сегодня, что парламент Чечни принял закон, не принял никакого закона, парламент Чечни. А то там слухи доносят, что они приняли в 5, 6 или 4 чтении. Ну, мы можем утверждать, тогда это официально опубликовано, так? А что нам слухам верить? Вот мы сегодня сказали, что парламент Чечни принял закон. Выйдут отсюда, и уже к вечеру или к завтрашнему к утру все скажут, что уже Медведев подписал закон о том, что Сунжинский район уже чеченский. Потому что больше нас слухам верить и слухи порождать никто не может. Поэтому я прошу всех это понимать. Ну и потом культура. Зачем скакивать? Вы не уважаете ни себя, ни меня, ни авторитетный народ Ингушетии. И сейчас готовы друг с другом подраться. Где выдержан, где этика, где я сделал в конце концов? Ничего, вот ни грамма вас не интересует некоторых, не всех, некоторых. Ни авторитет Ингушетии. Ни грамма вас этого не интересует. И многим просто сказать. Но, к сожалению, есть еще такие, которому дашь $100, он скажет все, что хочешь. Поэтому не надо ни себя обманывать, ни меня обманывать. Есть реальные позиции. Я ко всем этим вопросам подхожу с учетом опыта, что сделано за 16 лет и что можно сейчас делать. Все, что сейчас предлагают одни, это то же самое идти дальше еще 16 лет таким же путем. Или же сейчас идти по новому пути. Я хочу новое выбрать и посмотреть. И убедиться, что там получится. Я так хочу. Я хочу, чтобы Ингушетия и процветала, и как государственность еще больше состоялась. Она состоялась, чтобы еще больше она развивалась. Я хочу, чтобы мы воспитанно вели друг друга по отношению к друг другу. И по отношению к любой национальности в республике или за пределами. Вот этого я хочу. Варкал.